Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас новое интервью, посвященное успешному переходу бизнеса из офлайна в онлайн. И у нас сегодня в гостях Бахтияр Садвакасов, сооснователь проекта «Ферма Палермо». И мы будем обсуждать такую достаточно сложную тему, как торговля продуктами в онлайне. Меня зовут Бахтияр Садвакасов. Я родом из Алматы. В Астане работаю с 2014 года. Наверное, можно сказать, что я ресторатор, потому что я работаю в ресторанном бизнесе уже больше 10 лет, в своих проектах, в частности, около 8 лет. Но в последнее время мы с партнерами очень сильно ушли в онлайн. И это, кто бы мог подумать, золотая жила. Но об этом чуть попозже. Ты сегодня будешь рассказывать про свой проект «Ферма Палермо». Я так понимаю, это достаточно молодой проект. Расскажи, почему ферма, почему Палермо, почему такое название интересное? Ну, можно было бы, наверное, сказать, что вот мы там были на Палерме или в Палерме, как правильно сказать. Сидели и придумали, что, наверное, было бы здорово назвать таким образом магазин. Но если честно, основное название – это просто шутка. Нам с друзьями было скучно, скажем так, грустно и одиноко. На втором карантине наш основной бизнес был закрыт, и мы пришли к выводу, что нужно чем-то заниматься. В принципе, доставкой продуктов как таковых мы не занимались, но у нас был опыт в доставке готовых блюд из своих ресторанов. Мы решили от большой безысходности, подумали, что стоит попробовать подключить свои ресторанные связи. Мы можем закупить много разных интересных, необычных продуктов, которые достаточно тяжело найти в открытом доступе, в супермаркетах, в магазинах. Решили, что было бы неплохо это продавать. Именно название это скорее такая шутка, которая хваткая, которая интересная, необычная, потому что все задаются вопросом, почему ферма Палермо? Вы там были, что ли? Вы оттуда привозите или как это работает? Нет, это просто шутка. Ферма Палермо. Звучит хорошо. Вот ты уже начал, в принципе, рассказывать про суть проекта, про торговлю продуктами. Почему продукты? Почему именно эта ниша? Расскажи немножко поподробнее. Наверное, будет правильнее вспомнить про наших партнеров. У меня их целых два человека. Это Илья, Оля. Они занимаются вообще сторонними вещами в обычной жизни занимались. Это балетные школы футбольные. Они обучают деток и балету, и футболу. И я как ресторатор. В целом мы просто очень хорошо дружим, у нас есть опыт в бизнесе. Но вот, как я уже начал говорить, на первом карантине все бизнесы закрылись. И вот тогда еще на первом карантине была мысль, что было бы неплохо, наверное, что-то сделать. Потом открылись, мы все начали работать, включили свою работу, а вот во втором мы поняли, что вот та идея, которая была у нас в первый раз, это в принципе неплохо, и нужно ее реализовывать. И вот тогда мы решили, что нужно заняться доставкой. Доставка самая очевидная, потому что рынок сейчас вроде бы движется в эту сторону, все эти бесконтактные штуки, доставки на дом, мы решили, что в этом есть смысл, решили попробовать. Все-таки онлайн-обучение или там онлайн-ресторанные курсы – это не совсем, наверное, то, что сработало бы. Начали именно с продуктов, с небольшого ассортимента. Мы составили что-то вроде примерной корзины, которая, на наш взгляд, могла бы пользоваться популярностью. То есть там корзинка 15 килограмм ягод, яблок, овощей, фруктов, мяса, каких-то определенных молочных продуктов. Такой небольшой стартовый набор. То есть то, чем мы пользуемся дома сами. Но основная фишка была в том, что это все ресторанного качества. То есть все такое отборное, хорошее, мы сами за него отвечаем, мы знаем поставщиков, не первый год с ними работаем. И получается, вот таким образом мы и стартанули с очень-очень ограниченной линейкой. То есть совсем немного овощей, совсем немного фруктов и буквально чуть-чуть мяса. Это вот то, что у нас было с самого начала. Система работала так, что нам приходили заказы, мы тут же отправляли их поставщикам, собирали, сортировали и отправляли. То есть у нас не хранится и не хранилось тогда ничего на складах, и это позволяло нам лишний раз обеспечивать свежесть и качество продуктов. Вот так. Для молодых проектов найти первых покупателей – это всегда самое сложное, наверное. То есть кто стал вашими первыми покупателями, как вы их привлекали? Первыми покупателями, мне кажется, как оно обычно бывает, были мы сами. То есть мы каждый взяли себе по этой корзине, посмотрели, как долго оно может храниться в холодильнике, насколько удобно и неудобно получать эту большую корзину. Позже мы переработали эту систему. Вторые покупатели наши – это, опять-таки, наверное, как обычно, как оно у всех бывает, это друзья-знакомые. Там, дружище, пожалуйста, вот попробуй эту корзинку, закажи, как тебе то, дайте обратную связь. И параллельно вместе с этим мы разрабатывали сайт и пытались расширить ассортимент наших продуктов. Но с самого начала это были мы. Мне кажется, у всех так.
подскажи, как трансформировалась корзина товаров? То есть вы начинали с одних товаров, возможно, постепенно добавляли какие-то новые категории товаров. Как трансформировался корзина заказов на протяжении жизни проекта вот в эти месяцы? Я понял. Самое простое – это, наверное, овощи, фрукты. То есть люди начинают знакомство с нами, заказав какие-то стандартные, однозначно беспроигрышные варианты. Ну, то есть там килограмм яблок, он и килограмм яблок, он никуда не денется. У нас есть определенные позиции по минимальным заказам, то есть это должно быть там больше 7 тысяч тенге и прочие моменты. Но вот в целом люди набирают овощи, фрукты на эти 7 тысяч тенге. Однозначно берут курицу. Вот курицы у людей нет какого-то недоверия, она понятная. Но по мере того, как мы привозим больше, как клиенты чаще с нами общаются, чаще заказывают у нас, увеличивается ассортимент. То есть потихонечку переходят на мясо, берут какие-то необычные вещи, скажем, там инжир. В последнее время у нас появился инжир. Это хит продаж, это просто бомба. Мы не ожидали, что будет такой спрос на инжир. И не ожидали проблем, которые с ним могут возникнуть. То есть инжир очень хрупкий, очень тяжело хранить, перевозить, доставлять. То есть там было какое-то количество возвратов, замен и прочих моментов. Но теперь мы научились с этим работать. То есть, если подведя итог, то получается, что сперва это стандартные, понятные позиции, а чуть попозже уже это что-то премиальное, что-то необычное, мраморная говядина, инжир, салат романа, который очень дорогой, ну как-то так. А как ты думаешь, вот сколько нужно человеку заказов, попыток, чтобы проверить, что сервис, работает, что все хорошо, что я ему доверяю, продукты классные. То есть как это происходит в жизни? Ну, Тарас, мне кажется, это такая штука, которая появляется сразу. Либо да, либо нет. Мой сервис, не мой сервис. То есть с самого начала это вход на сайт, посмотрели, удобно, неудобно. Тут же это поговорили с оператором, это очень важно, мы уделяем этому очень много внимания. То есть у нас есть специальные скрипты, алгоритмы, плюс в операторы мы набираем открытых, общительных ребят. Я бы не сказал, что мы кому-то не понравились с самого начала, но вот он продолжает колоться и плакать, и заказывать у нас еще раз, пока мы ему не понравимся все-таки до конца. Все-таки, наверное, да, это сразу. Вот понравились, все, у нас берут. Нет, не берут. И, наверное, это честно, это правильно. Мне вот лично всегда казалось, что торговля продуктами, особенно овощами или неоднородным товаром, это очень сложно, потому что человек хочет купить помидор, он хочет, чтобы он выглядел красиво, чтобы он был там, не помятый, некий стандартный. То есть как бы на рынке это легко достичь. А как достигается это в онлайне? И мои опасения в части того, что людям бывает часто сложно первый шаг к заказу такого товара сделать. Насколько эти опасения имеют место? Да, действительно имеют. Периодически, именно поначалу, к нам часто писали клиенты в комментариях, что, пожалуйста, ребята, там, заказываю маме, будьте добры, пожалуйста, положите все свежее, допустим, как минимум. Бывало моменты, что, пожалуйста, положите, не ложите ничего испорченного. И вот про отборность, какую-то премиальность даже не говорили. Здесь, мне кажется, мы пошли по правильному пути, то есть мы заранее говорим, что это уже все отобрано, уже все свежее, и мы как бы гарантируем этот момент. Если нет, то это возвраты без проблем, это замены в тот же день и прочие вещи. Сейчас мы практически не сталкиваемся с такими вещами. То есть сейчас люди нас немножко распробовали, понимают, что это будет однозначно хороший товар, он приедет в надлежащем качестве. Если это мясо, оно будет в вакууме, оно будет охлаждено. Если это овощи, они будут более-менее отобраны. С овощами ты правильно замечаешь, с овощами, с фруктами, что это все-таки не фабричные вещи. Они действительно раз за разом разные по размеру, по весу. У нас есть определенные сорта, с которыми мы работаем, есть определенные поставщики, с которыми мы также работаем. Действительно работаем, там постоянно даем какие-то комментарии, убираем одни позиции, добавляем другие, что-то меняем, что-то переделываем. Периодически возникает, не сказать, что сложность, небольшой нюанс нашей работы – это разница в весе. То есть заказали, скажем, килограмм томатов, и достаточно сложно сделать ровно килограмм. Его может быть там 970 граммов, а может быть там кило 50. То есть такие вещи тоже бывают, и мы это все лишний раз взвешиваем, лишний раз контролируем. У нас есть несколько точек контроля. То есть изначально это поставщик, это наш экспедитор, который отбирает. Оно приходит к нам на сортировочную станцию, мы там еще раз его смотрим. В итоге все это дело пакуется по заказам, и в конечном итоге менеджером по заказам еще раз проверяется. То есть шансов какому-нибудь, не знаю, там, кривому косому картофелю или баклажану прорваться к нашим гостям его практически нет.
Вот ты уже упомянул про то, что вам в старте бизнеса очень сильно помог ваш ресторанный опыт, и особенно в построении цепочки поставок товаров в ваш интернет-магазин. А если посмотреть на это так, что кто-то сегодня из наших зрителей захотел бы организовать подобный бизнес в своем городе, то что важно для старта подобного бизнеса? Какие нужны навыки, знания, опыт, которые являются ключевыми факторами? И как должны, скажем так, сойтись звезды, чтобы у основателя все получилось? Я думаю, что здесь не ядерная физика, не теория музыки. В принципе, по большому счету, ничего сложного нету. Да, у нас были определенные навыки работы с поставщиками, были определенные стандарты требования, помещения, безусловно, персонал, который может выполнять эту работу по приему, сортировке и прочим моментам. Но, в принципе, наверное, если так посмотреть, что, наверное, каждый может этим заняться. Все, что нужно, это, наверное, больше времени тратить на изучение рынка, на изучение тех или иных позиций. Но если дело касается каких-то необычных вещей, там, мраморной говядины, допустим, это у нас в Казахстане здесь не супер распространенная вещь, хотя, казалось бы, Казахстан, мяса много. Мяса много, но мраморного не особо. Вот здесь, наверное, да, нужно все-таки поискать поставщика, посмотреть. Но, с другой стороны, век 21, цифровые технологии скачут семимильными шагами, вся информация есть в сети. Я думаю, что если тратить больше времени именно на обучение, на исследование рынка, то можно узнать, как это работает, и можно будет запуститься. Нам в этом плане все-таки чуть повезло. Звезды, как ты говоришь, сошлись. Слушай, ну вот наверняка в таком бизнесе есть очень много вещей под капотом. То есть есть картинка Instagram, есть сайт, есть фотографии. А что дальше, что там внутри? Расскажи, как вы делали сайт, как вы начинали продвижение вашего ресурса, как это все происходило? Мы делали своими собственными силами. Здесь нужно еще раз вспомнить о партнерах наших. Это действительно очень здорово, что у нас получилось поработать вместе, потому что у каждого из нас, как в любой хорошей команде, есть свои сильные и слабые стороны. То есть, допустим, за сильные стороны отвечает именно по рекламе, по внешнему виду. У нас специалист — это Ольга. Ольга молодец. У нее огромный опыт работы в маркетинге. Она прям просто разбирается в этом страшно. Мы с Ильей иногда сидим и думаем, как она это делает вообще. То есть больше за разработку сайта, за его наполнение и за логическую систему построения всех этих процессов отвечала больше Ольга. Мы работаем на площадке InSales. Выбрали ее, протестировав несколько других. InSales нас подкупил тем, что можно... Он относительно дешев, он дает достаточно неплохой функционал по добавлению позиций. Оно все действительно такое заезженное слово, но действительно интуитивно понятное. Ты можешь менять тот или иной вес, ты можешь добавить товар, поменять цену, поставить ограничения. То есть действительно очень хороший внутренний функционал. Но при всем при этом при InSales есть возможность создать свой сайт, который будет работать прекрасно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Фотографии, допустим, то есть площадка — это InSales. Чуть дальше мы пошли по фотографиям. То есть ассортимент я уже сказал, как мы выбирали. У нас есть свой штатный фотограф. Как штатный? Это штатный фотограф бара моего, Darkside. Он делает крутые ролики для нас, фотографии и прочие моменты. Меню мы вместе с ним фоткаем. Мы попросили его также поработать в проекте «Ферма». Мы сделали очень крутые стильные фотографии. Это действительно подкупает, это работает. Это очень здорово. И постарались заморочиться с описанием. То есть у нас периодически там можно выбрать картошку. И мы рассказываем, что вот она, классная фотография картошки на очень удобном сайте, и есть крутое описание того, что там мы вручную отбираем каждую картофелинку, и к вам приезжают только чемпионы. То есть люди очень позитивно на это дело реагируют. Мы посмотрели на то, что в принципе сейчас, когда мы открывались во время карантина, людям, наверное, не хватало общения. И вот даже формат описаний мы постарались сделать таким более неформальным, я бы сказал. Более неформальным, более легким, простым, незамысловатым. И это получилось, это неплохо. И, собственно, из, наверное, этих нескольких составляющих вся вот эта внешняя картинка и сложилась. То есть, с одной стороны, это удобная площадка, с другой стороны, это отличные навыки нашего специалиста по маркетингу. Хорошие фотографии, отличное описание, ну и, наверное, все. Вот как-то так. А вот интересно, откуда идут заказы? То есть я так понимаю, что люди-то сейчас в большинстве случаев используют смартфоны для просмотра интернет-страничек, Инстаграма.
То есть какая у вас статистика по источникам трафика? Откуда идут продажи? Мы изначально ожидали, что все-таки, наверное, больше будет людей на мобильных устройствах, и, как выяснилось, оказались правы. То есть сейчас 90% заказов – это все мобильные устройства. Неожиданно мы получаем очень много заказов в ночное время. Вот, видимо, люди днем чем-то заняты, а ночью листают наш сайт и заказывают что-то на завтра. То есть сейчас это в основном мобайл, и мобайл в основном в ночное время. То есть утром мы получаем целый ворох заказов, которые быстро-быстро обрабатываем и стараемся привести в тот же день. То есть как-то так. Мобайл. Однозначно мобайл. А что про доставку? Вы доставляете день в день или нужно подождать клиентам? Какие временные интервалы вы используете? Грубо говоря, вы заказываете сегодня, мы доставляем вам завтра. Но вот о том, что я вот начал говорить, что ночью поступают к нам одни заказы, мы получаем их рано утром, но понимаем, что человек-то заказал, как ни крути, еще вчера, значит, надо оперативно все это дело обработать, заказать и доставить. Сегодня заказали, завтра будет. То есть вот такая вот наша основная политика. Были первое время ряд сложностей с этим связанных, именно с поставщиками, пока мы не настроили работу, пока мы не отработали ее полностью. Но сейчас с этим проблем нет. То есть у нас все процессы уже выстроены, все в порядке. Сама доставка происходит нашими курьерами. Но, наверное, это уже такой последний этап. То есть как это работает? Поступают заказы, они выгружаются в специальные таблицы заявки. Эти заявки отправляются тому или иному поставщику, и у каждого из этих поставщиков есть определенный стандарт продукта того или иного, который он должен отправлять. То есть, если, скажем, это картошка, она не должна быть гигантской картошкой, она не должна быть маленькой картошкой. Есть определенный стандарт картошки. Мы его еще в ресторане прописали. То есть по-нашему, по ресторанам это называется лист утвержденных продуктов. Есть лист утвержденных цен, лист утвержденных продуктов. Мы пытаемся все это дело вместе балансировать и работать. И помогает немножко стандартизировать продукцию. Поставщики отправляют это дело к нам. Помимо этого у нас есть экспедиторы. То есть если у кого-то из поставщиков не получаются какие-то сложности, проблемы, или, скажем, нет товара у одного поставщика, у нас всегда есть дублер этого поставщика другим поставщиком. Скажу даже больше, у нас есть дублер второго поставщика третьим поставщиком. Там целая система НАСА, наверное, дублеров. То есть оно вот так вот работает. Все это дело приходит к нам на станцию, мы сортировочную мы ее называем. Тут же делится по цехам, мясо в мясной цех, овощи в овощной, если какая-то там у нас есть там пакеты и прочие дела, это на отдельные склады уходит. И там же стоят ребята, которые все это дело по заказам, заранее сформированным, тем или иным, начинают паковать. Запаковали, унесли на станцию готовых продуктов, готовых заказов. Там же прикрепили все накладные. Прибегают курьеры, все это оперативно забирают, запаковывают. Как-то так. Мне кажется, такой бизнес немножко сложно масштабировать на разные города, потому что поставщики наверняка локализованы как бы географически. Вот как у вас с этим? В каких городах вы сейчас работаете? Мы сейчас работаем в Астане, который ныне Нур-Султан. А раньше у нас были мысли по поводу того, чтобы пытаться масштабироваться, но сейчас мы немножечко с этим делом приостановились, потому что заключили очень большой интересный договор с крупной компанией здесь. И, в принципе, нам хватает пока работы по Астане. Но к нам поступают предложения из Караганды, из Алматы по открытию фермы и там. Думаем, мы очень сильно думаем. То есть серьезное дело. Мы бы не хотели просто отдать франшизу кому-то и сказать там: все, ребят, давайте, теперь вы сами разбирайтесь. Все-таки это серьезные работы, серьезный процесс, его нужно контролировать. Но я думаю, со временем откроемся, я надеюсь. Бахтияр, вот такой вопрос, наверное, сложный может быть. Вот твое экспертное мнение, сколько нужно денег на старт подобного бизнеса? В Казахстане, там, в большом городе, в маленьком городе, как ты считаешь, какими деньгами вы обошлись и сколько нужно будет другим предпринимателям на что-то похожее? Ну, если говорить конкретно про нас, то мы не вложили ничего. Но относительно не вложили ничего. То есть мы вложили свои навыки, компетенции, работу, сами покатались по поставщикам, лишний раз со всеми договорились. У нас было помещение, и у нас был персонал, который работал в баре. То есть он перестроился. То есть можно ли сказать, что ничего, непонятно. То есть, грубо говоря, мы сделали на базе того, что в принципе уже было. Если смотреть случай такой, что кто-то решил открыть такой же проект, нужно будет подумать по
многим аспектам и нюансам. То есть перво-наперво, где это все будет сортироваться. То есть где-то на коленке, наверное, вариант, но нет, не вариант. Так не получится долго работать, и это рано или поздно нужно будет расти. Безусловно, нужно какое-то помещение, нужны люди, которые это дело будут сортировать, нужны машины. То есть у нас есть, скажем, свои рефрижераторы, которые там развозят мясо, забирают мясо, если оно идет большими партиями. Как-то это тоже нужно смотреть, то есть как-то мясо будет доставляться, его уже нельзя в тепле возить. Вложения, я, если честно, даже сейчас затрудняюсь ответить, миллионов 5, наверное, надо будет это с арендой, с прочими делами. Можно, наверное, как-то, опять-таки, зависит от количества заказов, от рекламного бюджета, это тоже очень важно, потому что действительно реклама – это основной двигатель, и без нее откроемся, и мы откроемся, и ребята откроются. А будут ли эти заказы – это вопрос такой, 10-й. Так что реклама тоже очень важна. Миллионов 5, наверное, я бы сказал. Наверное, за 5 как-то стартовать, что-то сделать можно. Опять-таки, зависит от региона, то есть где это будет происходить. Там в Алмате, в Караганде, где-нибудь. Очень много переменных. То есть так с наскоку сказать я, наверное, даже и не смогу. Вот еще, знаешь, хотел бы затронуть тему, связанную с каналами продаж, с продвижением. Мы когда общались с другими предпринимателями, практически со всеми, упоминают о том, что Facebook и особенно Instagram – это чуть ли не ключевой канал продаж или рекламы. И иногда даже до 100% иногда продаж именно идет через этот канал. Вот что в вашем случае? Действительно ли для вас этот канал тоже такой важный или нет? Instagram, Facebook, какие используете методы? То есть на старте мы отрабатывали гипотезу скорее на себе и через друзей. Но когда мы поняли, что продукт рабочий, что он толковый, мы просто залили весь город рекламой. Инстаграм, Фейсбук. Я абсолютно солидарен с прошлыми спикерами. Это работает, действительно работает. То есть нам это основной инструмент продажи на данном этапе. Только Инстаграм, только Фейсбук. Слушай, круто, это действительно интересно очень. А такой вот вопрос на будущее, про тренды. Вот как ты считаешь, продуктовые рынки, это вообще торговля продуктами или даже больше сузим овощами, насколько реально, что подобный сегмент перейдет в онлайн, полностью перейдет или существенно перейдет? Или все-таки он останется офлайновым? Угрожает ли что-то обычным продуктовым рынкам в этом смысле? Такой интересный, правильный вопрос мы тоже им задаемся, когда пытаемся проанализировать, где мы будем потом, как мы будем развивать дальше ферму, потому что однозначно развивать мы ее будем, вне зависимости от того, что у нас есть свой собственный бизнес. Опыт показывает, что ферма это очень здорово, то есть потенциал для роста огромный. Но вот относительно того, сможем ли мы, скажем, заменить собою традиционные рынки и базары, если честно, вряд ли. Во-первых, наверное, технологии недостаточно хорошо работают, наверное, с одной стороны. С другой стороны, вопрос в конкуренции. То есть мы ведь не предлагаем аналог того же самого рынка или базара. То есть почему люди ходят на рынки, на базары? Чтобы, с одной стороны, купить дешевле, действительно дешевле, а с другой стороны, вот своими ручками выбрать, попробовать, посмотреть на тот или иной продукт. Вот с точки зрения дешевле, наверное, нет, потому что, как ни крути, это ритейл, здесь есть определенные издержки, здесь не очень большая маржа, то есть все это дело заключается в количестве заказов, именно в онлайн-доставке. Чем больше заказов, тем оно лучше. Я думаю, что, возможно, будут какие-то гибриды, когда есть какие-то крупные поставщики, когда есть моменты с доставками каких-то больших вещей. Но вот сказать полностью, что люди перестанут ездить на рынки, вряд ли, не смогу, наверное. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время и произойдет вообще, если честно. Все-таки добавленная стоимость сервисов доставки – это экономия времени, это в нашем случае это отборные продукты, это редкие позиции, которые просто так не купить на рынке. А у рынка все-таки это дешевая цена, как ни крути, и, наверное, более индивидуальные моменты, когда вот я не покупаю одни виды картофеля, а вот беру непосредственно этот, или мне нужен особенный размер этой картошки, сорт, я не знаю, чтобы глазков на ней было 5 штук, не больше, как-то так. То есть все-таки мы про разное и несем разную добавленную стоимость для клиентов.
все будет хорошо с рынками, все у них будет в порядке. Да, я думаю, жизнь покажет, мы посмотрим, как это будет трансформироваться. Бахтияр, наше интервью уже, в принципе, подходит к концу, и, наверное, я задам последний вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь в плане вообще торговли продуктами в онлайне? То есть насколько население, допустим, Казахстана готово к тому, чтобы покупать продукты в онлайн? Насколько этот тренд заметен и как это будет трансформироваться в ближайшие, например, годы? Потому что во многих странах тренд на доставку продуктов там очень явный. Вот твое мнение насчет Казахстана? Вот и этот тренд, мне кажется, как раз-таки развиваться будет, потому что действительно удобно. Действительно удобно и помогает, во многом помогает нашим людям, нашим клиентам, потому что многие заказы, скажем, люди берут не себе, люди берут там родителям, детям в подарок или вот что-то такое. Часто бывает, что, скажем, там люди работают, им просто некогда куда-то сходить, что-то сделать. Мы начали в последнее время тестировать такие интересные вещи, как что-то вроде полуфабрикатов, заготовок, ужина на двоих. То есть не надо дома готовить ужин, ты не можешь сходить, скажем, там, в силу карантина или других причин в ресторан. Ресторан придет к тебе домой. То есть просто определенные вещи, которые уже заранее упакованы, там, замаринованы, приготовлены, и их можно просто разогреть или, скажем, там, просто закинуть в духовку, и все, ужин готов. То есть эта система, мне кажется, имеет право на жизнь. Я думаю, что тренд на доставку, он будет развиваться, действительно будет. Мы сами пользуемся, количество заказов, которое растет у нас по сервису, в принципе, наверное, доказывает то, что будущее у этого есть. И это здорово, это очень хорошо, нам это нравится. Друзья, большое спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, оно стало для вас полезным, и вы нашли для себя какие-то интересные мнения, какие-то интересные моменты, которые помогут вам в трансформации вашего бизнеса в онлайн. Я желаю вам успеха в вашем бизнесе. Говорю спасибо большое Бахтияру. До новых встреч.